Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, с великой радостью и вдячностью приходим на недельную Евхаристию, как спасать мертвых полсталого Христа, который является надеей у нашей студенности, полной греху, спокусов, часами володения зла. Поэтому сегодня пасуем у Божьем Слове. Я Христос мощью своего Слова, своей присутности, чинит человека свободным, вызволяя от панования зла. Евхаристия является особливым местом и простором деяния Пана Бога. Потом доверить Богу, особливо все те тяжкости, с якими мы змагаемся, в плане физичном, так само духовным. Бог является тем наилучшим лекарем, который может дать нам полог. Нехай же эта Евхаристия наполняет наши сердца надеждой. Как мы могли годно принять Божию ласку, дар Божьего Слова и святую коммунию, потом приготовить наше сердце и на посадку принести щиро Бога перепросить за все наши грехи. Спогадаемся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что совершил я день, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя древняя великая вина. Тому прошу, Найсвятейшую, завсёды Панну Марию,
Тебя грешна себе, враги свету, смилуйся над нами. Я Тебя грешна себе, враги свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайся, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христос, с Духом Святым в хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Божьей милосердностью в этой Евхаристии нарушаю камеру святой памяти Викентия, Каролину, Марию, Брониславу и Рафаэля. Просят, чтобы добрый Бог принял их до хвалы избавленных у небе. Пане наш Бога, учени, как мы усёю душою Тебе прославляли и любили усіх людей щирим серцем. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Читание книги Другозакония. Моисей промовил до народа, кажучи: Пан Бог твой установить вся тебе пророка с братов твоих, подобного до тебе. Яго будете слухать, як просил ты Пана Бога своего на Горебе у день сходу, кажучи: Нехай не почую голосу Пана Бога моего, и нехай не убачу больше этого великого огню, как мне не померти. И сказал мне Пан: Доброе они сказали, я установлю им пророка с братов ихних, подобного до тебе, и складу мои словы в устные ягоне, и он будет казать ему все, что я загадаю ему. И кожный, кто не послухає моих слов, які буде он казать у ім'я моє, з того спогадаю я. Пророк же, який осмелится сказать у мое ім'я тое, что я не загадал ему казать, ті буде промовлять у ім'я інших богов, той пророк повинен померти. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Не
pierwszego posłania świętego apostola Pawła do Koryntianów. Braty, ja хочу, как вы были бесклопотны. Неженатые клопотятся про справы Пана, jak сподобается Пану. А женаты клопотятся про справы этого свету, как сподобаться жонцы, и он поделен. Так само незамужняя женщина и дева клопотятся про справы Пана, как быть святою и телом, и духом, а замужняя клопотится про справы этого свету, jak сподобаться мужу. Кажу это для вашей корысти, не для того, как накинуть на вас путы, але для того, как вы добропристойно и неотрывно служили Пану. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У городе Кафарнауме Иисус увошел у шаббат у синагогу и научал. И здивлялись в учению Ягоному. Бо он учил их, як той, хто має уладу, а не як книжники. И был тогда в синагоге человек, опанованный нечистым духом, и закричал: «Что тебе до нас, Иисус Назаранин? Ты пришел загубить нас? Ведаю тебе, кто ты, святый Божий». А Иисус заборонил ему, кажучи: «Змолкни и выйди из его». Wtedy duch nieczysty, targanąwszy jego i zakrzyczawszy mocnym głosem, wyszedł z jego. I zdziwili się, tak to pytali się jeden u jednego, кажучи, что это? Новое учение, якое має моc, i on duchom nieczystym загадує, i oni słuchające jego. I od razu rozeszła się про jego czubka po всей okolicy i w Galilei. Это слово Пана. Как вы послухали сегодня ягонный голос, не робите жорсткими сердце ваши, як умериба, як на пустыне у день масса. Дорогі брати і сестри, Божє Слово, яке ми з вірою приймаємо кожну неділю, кожний тиждень, слухаючи іменita podczas niedzielnej Eucharystii, czy słuchaючи, czytaючи особисто, это великая моc и сила Божьего дела, якую мы принимаем ненавито як знак Божьей присутности. То, что пережили люди, которые спознали Иисуса Христа своими очима, могли с Ним размовлять, дотыкаться, глядеть на Его, слухать. Мы этого не можем спознать. Потому что Иисус Христос теперь у небе, а тут у костеле, и Он так само живий и присутний. Як? Слухаючи Божие Слово и принимаючи Его с верой. Для того вучить сегодня Евангелие, читаем и слухаем Евангелие Святого Марка.
Марк не был апостолом, и он не был удельником этих подей. Ему все рассказывает святый Петр. Святый Петр под конец життя уже у Римі, і он хоче, щоб Марк написав Євангелія, всі його успомини про Ісуса Христа, и как это Евангелие допомогло христианам, которые живут уже 20-30 лет после смерти и мертвых повстания Христа, зразуметь, что Бог живый есть у Костеле. Что это не только Бог в истории количестве там ходил, як мы кажем, сами завидуем, зайздростим тем людям, как сегодня Иисус Христос сюда пришел, напевно, мы так само поверили, приняли, так то сами разважаем. Можно те разважания и розум были у первых христианов, которые так само хотели спаткать живого Христа. Святый Петр учит, что он есть у Слове. Слово, которое мы с верой принимаем и поводі якого живем. Перший досвід живого Бога у житті самого Симона Петра – це досвід менавіта Божого Слова. И он пришел за Иисусом Христом не тому, что он зробил некий суд, а потому покликал его, сказал: «Иди за мною». Святый Петр иде, отказывая на этот заклик, и потом читаем далее, уваходить разом с Иисусом у синагогу. Иисус у синагогу, где навчає, так и был звичай. Набоженство в синагоге засновывалось тем, что читали Божие Слово, и потом его разважали. На Иисуса уже глядели, как на наставника, который собирал своих учнев, и хотели послушать уже наставника, который иначе покажет это слово, даст інший комментарий. Когда Иисус почал навчать, промовлять, здивлялися в ученні Ягоному, бо він учив їх, як той, хто має уладу, а не як книжники. Як я приймаю Божє Слово, як звичайну книжку, литературу, которую так само можно присвоить, научиться, зразуметь, принять або не принять. Есть там вера и покора. Вера в то, что это сапраўды Божие Слово. Покора в том, что не завсёды это слово зразумею. Не завсёды это слово будет для меня нечым ясным. Часу треба памяти, разважання, как оно сталося сапраўды крыніцай жыцця у моим сердце. Люди, которые чули, это каже нам Святый Петр, он сам там был, сам слухал, здивлялись учению Ягоному. И они ведали, обучували, что Иисус має уладу, Слово Божие має уладу. Коли мы с верой его принимаем, и коли мы сапраўды с покорою поддадимся его деянию. Это зразумение, вельми такое внутреннее, перекладается на конкретную справу, на конкретный факт. И в той же самой синагоге был человек, опанованный нечистым духом. И закричал: «Что ты до нас, Иисус Назаранин, ты пришел загубить нас? Ведаю тебе, что ты святый Божий». Зверніть увагу, что Божие Слово, которое з одного боку має уладу і моц, має уладу і моц над усім. Має уладу і моц не только над у житті чоловіка, як його вести, допомагати, потім, як убачим, справді оздоровлять, увоскрашать навіть, а так само має уладу над злим духом, над злом, которое може увойти у серце чоловіка. Як зрозуміти, это стан опанования нечистым духом. Это стан человека, который перестал иметь надею, стан без надеи, перестал верить у життя, стратил сенс своего життя. Так отцы Костела показывают нам именно этот духовный стан. Человек перестає верить у Бога, у Божие Слово, а в это место уходит зло, которое так само подманывая, створяя некие иллюзии счастья, добра, а сапраўды его нема. Этот человек, слухаючи Божие Слово, Слово надеи, Слово правды, Слово життя, починає сапраўды промовлять то, что у его сердце. Что таки до нас Иисус Назаранин? Называя Иисуса по имени, хочет показать, что, знаючи твое имя, я наравне с тобой. А это не так. Ты пришел загубить нас. Той, кто промовляя злый дух, дьявол, это отец подманы, никому не скажет правду.
Калі будзе гаварыць, падаецца, што правду скажа, назваў Езуса па імені, Езус Назарані, потым кажа, ведаю цябе, ты святы Божы, ты прыйшоў загубіць нас. Езус не прыйшоў загубіць, прыйшоў, каб вызваліць. Прыйшоў сапраўды, каб уратаваць, каб ацаліць тое, што хоча загубіць злы дух. Езус Христос не дазваляе злому духу далей прамаўляць. Кажа яму настойліва, адназначна, вельмі канкрэтна: змоўкні і выйдзі з яго. Можна тут убачыць часамі стан сваёй душы, калі чалавек, звярніце увагу, ён у сінагозе, у святым месцы. Але нават прыходзячы ў касцёл, можна страціць веру ў жыццё, у сэнс жыцця. У сэнс Божага слова нема надзеі, тады губляе надзею. Тады ўваходзіць зло са сваімі планамі. Езус Христос показывает нам сегодня, что Его Слово – это Слово надеи. Слово, которое открывает перед человеком, каждым человеком, причинную перспективу, которое позволяет нам зразуметь, что это Слово ведет до вечного життя. И оно весь час скрывает. И оно не сказано только один раз, оно весь час укусить в нашем житті, в нашем сердце, показывая нам надею, дает нам силу. Змовкни и выйди из его. Езус Христос показывает нам такую стратегию борьбы со злом. З розними спокусами, з розними перешкодами, тими, як ми кажемо, нечистями, які часами наповняють моє серце. Я це бачу. Часами не ведаем, раскладаем руки, як з этим воевать, противостоять. Змовкни и выйди из его. Это значит не размовлять со злым духом, не уходить в диалог. Бо гэта такая злоба, каб уцягнуць чалавека ў гэты падман і зваліць на падман. Бачым гэта у вобразе першай спакусы, которую опісвае кніга быцця ў раі размова з Богом. Выйдзі з яго. Гэта значыць, калі мы прыступаем да споведзі, мы ў сваім сэрцы носім надзею. Человек, который ходит до споведи и не мая надею, это человек, который ничего не разумеет. Божьего деяния. Человек, который приходит до Бога на святую душу и не мая надею, это значит Бога живого еще не спасал. Выйти из Его, это значит, хочу очистить от зла, але сделать место для Бога. Не может быть сердце, душа человека пустой. Альбо запрашаем Божию силу, Божие Слово, Божие святло, а коли не, то выходить злый дух. Дух нечистый, паргаючи его, закричавши мощным голосом, вышел из его. Слово Божие завсюди дійсне. Слово Божие завсюди дійсне. Нема такого зла, нема такої ситуації, нема такого стану життя, у який Бог би не увійшов со своїм словом. Надії, радості, збавлення. У гэта хочам поверить. Слухаючи або чи не розважаючи ненавіта гэтую сцену, гэта, можна сказать, першае дзеянне, першы суд, калі так можна назвать, Иисуса Христа. Когда на пустыне, он принимая хрост, вот он идет на пустыню, клича перших учням, и вот разом с ними идет в синагогу. Под великим уражением. Той, кто был близко, святый апостол Петр, и он потом Марку рассказал, и Марк пишет Евангелие, которое мы сегодня слышим. Здивлялись все, так что пытались один одного, что это? Новое учение, якое моя моц, сопроводить. Евангелие, христианское Евангелие, это новое учение, якое моя моц. В самом себе вот это Бог промовляет. А важным является так само той, кто будет слухать. Можем зародить сердце свои твердые камни. Бог шанує нашу свободу. Бог своим словом не зневаляет человека и хочет учинить нас свободными. Тут треба захотеть. То, что мы спевали в псалме «Не родите жорсткие сердце ваши». Это мы хотим учиться. Как приходячи на споткание с Богом, почуть Его голос. Усім своим сердцем принять. Ходить с этим словом разважать, и как оно выдавало у нас кривавый плод. Просим Тебя, добрый Боже, научи нас з мірою і з покорою принимать Твое Слово. Как мы сапраўды у той тембры, которую часами знаходимся, умели убачить Твое святло, великое святло, и как мы узрадовались этой доброй новине и радости избавления. Аминь.
свою святую веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, всякого и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселился от Духа Святого, Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял про пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и кровь для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померу, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Podziękuję Bogu za skierowane do nas słowa i z wiarą uzniesiemy dla Pana Boga wspólne modlitwy i prośby. Modlę się za świętego Ojca Franciszka i biskupów, którzy cieszyli się niespłynnej podtrymką i dopomogą Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlę się za ludzi, jakim dorучена uwada, którzy odczuwali всю pełnotę swojej odpowiedzialności przed Bogiem i przed ludźmi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlę się za ludzi, jakich napotkali życiowe ciężkości, którzy spodziewali się na dopomogę Boga i otrzymali światło Świętego Ducha. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlę się za młode służebstwy, którzy otrzymali dobre umowy dla życia i rozwoju swojej семьи. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlę się za wszystkie семьи w naszej krainie. Как завжди з радостью они принимали новое потомство, яким их одорвает добрый Бог. Тебе просим, Wysłuchaj nas, Panie. молимся за наших близких помилуй, dorучаемся до памяти Викентия, Каролину, Марию, Брониславу, Рафаэля, просячи, как добрый Бог пробачил им все грехи и принял их до вечного володарства в небе. Тебе просим, Wysłuchaj nas, Panie. молимся за нас, собранных коля алтара Пана, как мы умели выбирать в своем житті сапраўдныя каштоўнасці, на якія указвае нам Евангелие. Цябе просім, Wysłuchaj nas, Panie. Усемагутны Божа, Ты ведаеш нашыя патрэбы і чакаеш, калі мы будзем гатовыя прыняць Тваю дапамогу. Учыні, каб нашыя сэрцы былі годныя прыняць Тваю любоў і ласку. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь.
нашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутній. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Твоєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Усемогутний вічний Боже, прийми ласкаво дари, які ми з синовською даністю складаємо на Твоїм алтарі, і перемяни їх у сакрамент нашого откуплення. Раз Христа, Пана нашого. Пан з вами, І з Духом Твоїм, угору серце, уносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, всемагутны вечны Боже. Твоя безмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усіх, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Христа. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей, Осанна на вершинах, благословенный той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Pani, uspamiнаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное у воскресении и в небовшестве, и чакаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе эту живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего Костела и прими его как ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Господь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и усими святыми, раз заступництва яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пanie, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе у цьому світ супокой и избавление. Будь ласкавы умацовать у веры и любови Костел Твой, який перегримує на землі. Со слугой Твоим, папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з Тобою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей одушел з этого свету, милостиво прими у володарства Твое, где мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого одорваєш свет усялякими добротами. Раз Христа, Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Помните, да, Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Просим Тебе, Пanie, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и закованы от усякого неспокою, така исполнение счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Твою владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и верностью, який живешь и володаришь на веки вечные. Аминь.
Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. і з Духом Твоїм. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не вартий, так ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Нехай свіціць аблічча Твоё над слугою Твоим. Збаў мяне ў сваёй ласкавасці. Пане, не дай мне асароміцца, бо я клічу Цябе. Спів номер 24.
помолимся. Умацованные сакраментом нашего откупления, просим Тебе, Пане, как эти дар, які дає нам життя вечное, умацовал нас у справдной веры, раз Христа, Пана нашего. Дорогі братяні, шановні гості, щиро дякуємо за супольну молитву, дякуємо за прибирання каплиці, за складене ахвяровання, за всіляку оказану допомогу, так само за ахвяровання, складене на будову нашого костюла. Щиро дякуємо усім музейникам, так само і організаторам, балі усіх святих, нехай добрий Бог узнагородить своїм благословенням, наповняє ваше серце потрібними ласками. На этом тижні у літургії Костьола у середу 31 студеня успомін святого Яна Боска Презвітера, який є опікуном молоді, так само католицьких видавництв. 2 лютого у п'ятницю свято ахвяровання Пана. У этот день вспоминаем подею, когда Иисуса принесли в святыню, как выполнить предписание старого заповедта. Згодно с традицией, освященные в этот день свечки называются громничными. У них запаливают у нас на вольницах, которые сопровождаются мощным ветром, маланками, гремотами. Опека Матерь Божия вырятовала от небезпечной этой стихии. Запаленную громницу и эту свечку ставить так само дают у руки помирающему человеку, как наибольшая Панна Мария привела его душу в небо. В этот день так само объявленный Костелом, в этот день консекрованного життя, как в особливый способ, мы молимся за людей, которые присвятили житие служению Пану Богу у житті монастыми законами. В этот день святая мша о 7 године, 12 и 19 вечера. Это пятница, а в этот день не обовязывая экстремальные односных стран. У субботу 3 лютого вспомнить святого Блажея епископа и мученика. Так само, сходно с традицией, в этот день, по час литургии, освящаются свечки, которые называются блажейками. Свята використовує этой свечки для уделения ненавида в этот день благословения, якое повинно оховывать от хворого горла, а так само от всякого зла. И тому запрошаю, соответственно, до уделения набоженства с уделением благословения святого Блажения. Ми, соответственно, дякуємо сім'ям, які вже прийняли нас по коляді, дякуємо ще раз за супольну молитву, за деление життем, за всіх складених вірувань і гори і неділитися. До конца студеня триває душпастерське навідування сім'їв. Хто хотів би прийняти дару в свій дом, помолитися разом, можна це зробити у закритій, домовитися на конкретний день, годину, коли вам відповідає. На этот день так само припадають шестосвірники, коли ми молимося об новые покликания для життя святарського, монашського, законного. И в этот день в нашей парафии разом с нами будет молиться супольная снагородка по час второго набоженства и святой мши. 1 лютого, это же четверг, припадает 10-я годовина бискупского посвящения нашего митрополита архиепископа Юзефа Станилского. Памятаем про его экселленцию в наших молитвах, а святая мша с этой нагоды отбудется у Минской кафедры о 15-й године. Припадает на этот день самая первая пятница месяца, день особливой пошаны, молитва до Божьего сердца, будет додатковая мша святая о 12-й године, где кожной святой мшой завжди максимально приступить до споведи, а после вечеровой святой мши усеночная адорация и интенция обороны життя и от святость наших семей. В первую субботу месяца, в день молитвы до бездоганного сердца Марии, соответственно, запрошаю на набоженство Аполловия 18, Аполловия 7 у 18:30. У этот день особливо отдаем пошану сердцу Марии, отправляем ружанцу за разважанием. Наступная неделя, это первая неделя месяца, молимся за ружание, за удельников в этой супольности. Интенция на люты, молимся о здоровье, Отец и Матерь Божией для хворых и терпящих, а Божие благословение так само для медицинского персонала. Отцы Марьяне Сухарова запрошают на автобусную пережимку у Росице, которая будет со 17 лютого. Все подробности можно навести у закрытия номер телефона, который можно записаться на эту пережимку. Зато все объявы, дорогие братья и сестры, нехай дар Божьего благословения, Слова
якое мы принимаем с верой, допоможе нам узрастать у Божьей ласке, у святости. И сапраўды, калі будем спотыкаться в своем житті з этими покусами, этого нечистого зла и духа, и забирая нам надею, как мы умели перемогти. Не сами своей силой, а эмоцией Божьего Слова, Божьей присутности и Божьей ласки. Примите Божье благословение. Пан с вами. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастор злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас благословлюють по свете. Аминь. Najświętейшее сердце Иисуса, Милуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порокутом, Святый Архангеле Михаиле, молися за нас. Пел номер 159. Вітай, Марія, повна